Сегодня 10 человек, прибывшие из Украины и размещенные в поселке Хатассы, нашли работу. Еще примерно 10 человек трудоустроятся в понедельник. Вынужденные переселенцы сегодня пришли на ярмарку вакансий, которая прошла в поселке Хатассы. Обо всем по порядку расскажет Виталий Абрамов. В ярмарке приняли участие более 30 представителей предприятий и организаций столицы республики. Работники Государственной службы занятости представили соискателям сведения о наличии вакантных рабочих мест из республиканской базы данных, в том числе с предоставлением жилья. Тот, кто готов полететь на север, имеются варианты съема жилья, имеются варианты аренды жилья, имеются республиканские программы там, например. Поэтому мы также активно отрабатываем, чтобы... Если граждане Украины готовы полететь в Арктику, нет проблем, мы тоже можем предоставить работу. В Якутске же представлено порядка 900 вакансий, в основном в рабочей сфере, торговли и строительства. Нам требуется очень много водителей, поэтому мы готовы трудоустроить большое количество водителей. Соцпакет полный, все условия соблюдаются. Жильем по возможности будем обеспечивать, потому что у нас имеется в наличии общежитие. Общеизвестно, что Донбасс – шахтерский регион, поэтому переселенцев интересует именно эта сфера. Константин работал в забое и зарабатывал примерно 20-25 тысяч рублей в месяц. Хочется нормальную работу найти, а потом уже будем думать, оставаться или не оставаться. Считаюсь инвалид третьей группы. Физически тяжелый труд я не смогу сделать. А так как имею водительское удостоверение категории БЦ, я могу работать шофером. Специалисты же отмечают, что прибывшие граждане в основном имеют статус временного убежища. В первую очередь необходимо организовать перевод с украинского на русский язык документа, диплом об образовании, трудовые книжки и их подтверждение нотариусом. А у некоторых и вовсе отсутствуют необходимые документы. Консультировать по закону положения иностранных работников, о Трудовом кодексе Российской Федерации и, конечно же, законом о занятости населения. Как они могут встать на учет? Тем временем жизнь течет своим чередом. В бывшей спецшколе размещены 160 человек, 77 из которых дети. А скоро 1 сентября. В местной хатасской школе уже готовы принять 31 школьника. Школа уже готова принять на обучение, пока они временно проживают здесь, в пункте временного размещения. В каждом спальном корпусе имеются комнаты отдыха, кухня, есть даже своеобразный детский сад. В компьютерном кабинете десятиклассница Карина готовится к новому учебному году и параллельно общается с друзьями из Украины. На раскладушках спим в коридоре, то это лучше, чем там с взрывами. Интернет хороший, да. Вот с друзьями переписываюсь. Кто уехал с Луганска, кто остался. Условия в пункте временного размещения вполне устраивают украинцев. Все слухи, которые гуляют по интернету о том, что есть жалобы как со стороны гостей, так и местных жителей, не находят подтверждения. Условия хорошие, встречают хорошо, кормят, заботятся о нас, все хорошо. Все очень довольны, и вы гостеприимны, и все стараетесь. Естественно, то, что нам хочется домой. Жалоб нету? Нет, жалоб пока не поступало. По предварительному опросу процентов 60-70 могут остаться работать в Якутске. Остальные готовы поехать в улусы республики. 1 сентября будет готов второй пункт временного размещения уже в Нерингуринском районе. И, скорее всего, следующий спецсбор с переселенцами прибудет именно туда. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК Саха, Хатассы.